отходы я не разделяю. Я разделяю пластмассовые бутылки. Пластмасс отдельно, бумага отдельно, а прочие отходы тоже стараемся выкидывать отдельно. Казанцы говорят, порядок с мусором навести несложно, ведь эковоспитание начинается с себя. Как правильно разделить отходы? А зам научат в новой инновационной эколаборатории. Поехали! Подробные видеоинструкции, игры, интерактивные викторины. Например, что может получиться из пластиковой бутылки? Из пластиковых крышек и бутылок появляются новые футболки и скейтборды. Трудно представить, что, например, вот этот велосипед на 50% состоит из переработанного металла и пластика. В материалах этого шезлонга мусора 98%. И, кстати, как вы видите, он даже не оставляет ни одной занозы. Только в Горкинско-Аметьевском лесу таких скамеек уже 12, а число контейнеров для раздельного сбора мусора здесь выросло до 210. В Горкинском-Аметьевском лесу с мая этого года уже собрано более 3000 килограмм полезного мусора. Это значит, что этот мусор сегодня не попал не только в нашу среду, не разрушил экологию, но и ушел на переработку. Сделать Казань первым городом в России без отходов было решено чуть больше года назад. Тогда на чемпионате WorldSkills Рустам Минниханов подписал соглашение о развитии культуры раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов в Татарстане. Сейчас почти в каждом дворе специальные контейнеры. Порядка 80% уже вообще населения у нас на сегодняшний день обеспечены контейнерами для раздельного накопления отходов. Эковоспитание в республике начинается еще в школе. В Министерстве экологии Татарстана открыли 103 экологических класса. А в начале этого года в Казани глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов дал старт пилотному проекту использования фондоматов. Однако острой проблемой сейчас остается сама переработка отходов. Как говорят специалисты, в стране нет комплексного подхода. Большая проблема – это отсутствие хорошо налаженной переработки вторичного сырья. Оно на самом деле является определенным тормозом на пути этой реформы. И очень важно, что руководство страны и президент страны это знает и понимает. Уже в ближайшие годы в Казани должен появиться экотехнопарк, современные мусоросортировочные станции и производственными линиями по переработке вторсырья. Наталья Мизнер, Ренат Сафин, ТНВ Казань.